Ассаламу алейкум, Аварал. Вчера один нагаец на моей странице пишет, что исторические земли, говорит, аварцев, это, говорит, горы, а равнина, говорит, это земли нагайцев, русских, чеченцев, кумыков. И мы, говорит, тут все дружно жили, говорит, все было хорошо, говорит, пока, говорит, сюда не начали, говорит, спускаться с гор, говорит, аварцы. И вот это настроение, она присутствует не только у нагайцев, она фактически присутствует у всех тюрков, и нагайцев, и кумыку, дальше на юге у азеров. Они как бы вот, живут в таком духе, мол, равнина это наша, всегда была наша, а горцы вот должны жить в горах, мы должны их как бы на место ставить и это делать. Вот, и что интересно, как бы они в этом даже убедили и часть самих там, аваров, даргинцев, которые вот, считают, что так и должно быть жизнь, что равнина это как бы земли тюрков, а горы это как бы вот, этих народов, аваров, даргинцев. Но это как бы неправильно. Потому что вот эта политика их, она прослеживается не только в Дагестане, она вот в том числе и Азербайджане, где они вот также считают, что лезгины, там, авары, которые там живут, сахуры, они имеют тоже каких-то там политических прав, тоже для них вот выделен кусок горы, гетто получается такое, и они там должны как бы вариться, а еще лучше их ассимилировать. Когда в Турции курды подняли вопрос о самоопределении, сказали, мы курды, мы отдельная нация, у нас есть такие-то, такие-то права. Турки сказали всем своим этим тюркам, которые там живут, когда те начали спрашивать, почему они так возмущаются, что за люди это же, почему они говорят такое. Они сказали, это, говорит, горские тюрки, говорит, которые безумные такие, они, говорит, такие одичавшие, говорит, и вот, говорит, у них крыша поехала, короче, надо, говорит, их наказать. И вот, как бы, они, если у них такая сила была бы тут, в Дагестане, они тоже как бы так же действовали бы. Но мы видим, что тут как бы сила больше на нашей стороне. Потом он пишет, что вот мы вместе с русскими, там, чеченцами, кумыками, говорит, тут жили, и все у нас, говорит, было хорошо. Во все времена тюрки разные, они как бы пытались вот вытеснить аваров и других вот этих, другие вот эти народы, так сказать, кавказцев, белую расу, в горы. И они как всегда звали на помощь разные вот эти тюркские вот эти государства, орды. Что там хана Узбека позвали оттуда, что Тамерлан, Надыршах, Крымское ханство. И у них солидарность была кипчаков, татаров, то есть нашего бьют, когда кричат, и все вот эти, как бы, так называемые турки подтягиваются, как бы там 100-тысячная там орда образуется, и против них вот, как бы, вот, получается, разрозненные там войска горцев. И когда удавалось отбиваться от них, когда нет, приходилось углубляться в горы. И потом, когда тюрки ослабли, они русских за счет русских попытались как бы сохранить свое влияние на равнине. Вот эти Шамхалцы Тарковская, они вот через русскую армию, как бы, они натравили фактически Российскую империю на аваров, на даргинцев, на чеченцев, чтобы как бы сохранить за собой вот эту равнину. Ну, сами эти шамхалы, конечно, они не тюрки были, скорее всего, они вот потомки горцев, аваров, там, казикумухцев и тому подобное. Но для них вот это население тюркское, которое там жило, оно было лучше, чем то население, которое хочет туда прийти, то есть авары, чеченцы, даргинцы, потому что вот эти тюрки, они податливые, как бы, они легко их подчинить, они, вот, посмотрите на узбеков, у них там жена к мужу на вы обращается, жест, там, вам принести кушать, постирать вашу одежду, как вы там работали, жест. И сами вот эти узбеки, они вот такие, как бы, жест, везде там, вы, спасибо, пожалуйста, там, чуть ли не на поклон идут, жест. И сравните это теперь с даргинцами, аварцами, чеченцами, жест. Тут у нас президент Путин там будет стоять, наши будут тоже что-нибудь такое
э, с точки зрения вот этой культуры, Запад, они будут как бы не культурное дело, там, как это, Рамзан придет в спортивках на встречу, там же, там, кто-то придет, там, предлагают, как бы, выпить, тоже скажет, нет, мы не пьем, жесть, как бы. То есть показывают, как бы, вот, свое вот это, защищают свои вот эти моменты, вот, мы увидели, что вот, когда UFC вот это бои были, Хабиб, вот это наша компания, взяли там, несмотря ни на что, что это США, что такие законы, там, туда-сюда, взяли, устроили вот такую потасовку, которую там, аналогов этому давно не было там, а жизнь. И поэтому вот эти шамхалы, они пытались, как бы, держать подальше от аваров, даргинцев, чеченцев в горах, чтобы они не пришли там и как бы их власть не уничтожили. И как бы подтянули русских, чтобы чужими руками как бы это сделать, защитить свою территорию. И они же добились тоже какой-то момент этого, вот когда при Ермолове они взяли. Ермолов тоже турок получается, если вот вы там читали, что по сути он турок, как бы ассимилировавшийся. И они взяли, заблокировали аварию, как бы жесть. Видимо, видели в аварах самых главных таких противников. И экономическую и политическую блокаду сделали аварии. В итоге это спровоцировало, так сказать, гражданскую войну внутри аварии, когда мы уже от безвыходности там начали споры между собой, что делать, как быть. Одни там мир надо заключить с ними там на выгодных условиях, другие нет, воевать надо, как бы будет еще хуже. И в итоге вот это все вылилось в гражданскую войну и как бы падение монархии Аварского ханства и превращение ее больше в, так сказать, Аварский Эмират, где правили уже имамы. То есть монархия превратилась в теократию. Но все это как бы было аварское, потому что везде как бы авары были, и на основе нашей нации это было. И в Чечне тоже, когда наши пошли, чеченцы говорят, вот, говорит, типа, дагестанцы не поддержали, говорит, и имам Шамиль, говорит, ушел, говорит, в Чечню. Ну, во-первых, не дагестанцы, там не было такого объединения тогда, там была авария, и все это в основном происходило на территории аварии. И авары поддержали как бы достаточно, там, Ахульго очень большие битвы были, там 3-4 месяца это все продолжалось, и не только в Ахульгоже, это была цепь сражений было. Потом, во-вторых, не было никакой Чечни, были вот эти общества Чаберло и Шатой, которые приграничные, которые входили в состав Аварского ханства. И имам Шамиль, они в основном туда сначала пошли, то есть на территорию своего же как бы государства, получается. Они передвигались внутри своего государства. Это потом чеченские историки выделили вот это все, большую Чечню, малую Чечню, и назвали, обозначили Чечня как бы жизнь. А которые были в исторических вот этих хрониках, вот малая авария, это Гумбета, Ичкерийское вот это султанство, государство, мы как бы ее не закрепили никаких исторических документов. То есть горная авария, малая авария, там еще вот так как бы жизнь. Хотя это был вот этот термин. И вот, поэтому это тоже неправильно, то, что они говорят, типа, потому что не было тогда никакой Чечни. Чечня вообще появилась только после революции 1917 года, когда коммунисты, большевики, вот эта заварушка случилась. Вот до этого никакой Чечни не было. Были вот эти разные общества, Мичикинское, Качкалыковское, там, и вот эти горно-ингушетские вот эти общества, Карабулаки, Орсхой, Галгай и тому подобное. Это потом их превратили в как бы вот такую нацию.